Очень волнительно. Всем доброго вечера. Мы рады приветствовать в стенах нашей библиотеки на презентации альманаха «Немцы России». Спасибо, что нашли время вечером, в пятницу, когда уже настроение нерабочее, и мы очень ценим вашу поддержку. Итак, мы начинаем с праздничного выступления. Встречайте молодежный вокальный коллектив немецкой автономии «Wir» – «Мы». Начну с двух важных дат. В этом году историки отметили 260 лет со дня подписания манифеста Екатерины II о приглашении иностранных переселенцев в Российскую империю. 22 июля 1763 года был обнародован этот императорский документ, открывший двери иностранным подданным, которые обрели в России свою вторую родину. Потомки тех немцев живут, трудятся, творят, воспитывают детей и связывают свою судьбу с нашей страной, став, по сути, одним из коренных народов России. Вторая знаменательная дата. Четверть века назад, в июне 1997 года, была учреждена немецкая национально-культурная автономия Республики Коми. А в декабре того же года Федеральная национально-культурная автономия российских немцев. В прошлом году эти общественные организации отмечали свой 25-летний юбилей. К этому солидному юбилею приурочен и, наконец, увидел свет альманах, посвященный российским немцам. История, этнография, культурология, публицистика и литература в одном издании на двух языках. Сборник объединил на своих страницах очерки, посвященные судьбам и деятельности российских немцев. Биографии многих уважаемых жителей республики неразрывно связаны с историей нашего края.
На 39 страницах альманаха разместилась галерея заслуженных работников экономики, культуры, науки, образования, врачи и конструкторы, шахтеры и машинисты, агрономы и актеры, учителя. Знакомьтесь, эта выставка для вас. Здесь только часть галереи здесь, а остальное ищите в сборнике «Альманах немцы России». Наша встреча проходит под девизом «Многообразие культур как необходимое условие гармоничного развития общества и государства». И с нами представитель Министерства национальной политики Республики Коми Олег Юрьевич Елфимов, начальник отдела по работе с национально-культурными объединениями. Спасибо большое, уважаемые участники мероприятия. Мне очень приятно от имени министра национальной политики Республики Коми Романа Вениаминовича Носкова от себя лично, от всей души поприветствовать вас на этом замечательном мероприятии, посвященном такой красивой дате 25 лет создания нашей любимой немецкой национальной культурной автономии в Республике Коми. Мы с вами живем в уникальной стране России, которая своей историей доказала, что любые народы, которые входят в нашу русскую цивилизацию, сохраняют на ее территории все свои достижения, могут развивать свои языки, свою культуру, свои традиции, свою религию. И мы много-много-много лет, много веков живем и сохраняем все это многообразие. Это действительно очень здорово. И книга, этот альманах, который я видел, как над ним работала Елена Оттовна, это действительно большой труд. И мы видим, как эта книга постепенно рождалась, и вот теперь она уже есть. Мне уже дали счастье ее подержать, потрогать, полистать. Хотя со многими теми людьми, кто там был, я уже их прочитал, и уже видел презентации даже про этих людей. И это очень здорово, когда мы, российские немцы, можем гордиться теми людьми, которые составляли славу нашей Республики Коми. И сейчас продолжают жить, трудиться на благо нашей дорогой республики. Огромное спасибо всем, кто приложил свои труды, свои исторические прежде всего. Это нужно было найти людей, найти их фотографии, созвониться, встретиться с родственниками для того, чтобы создать этот альманах. Вот за это большое спасибо всем, за то, что сохраняете память, которая в виде книги, а мы с вами находимся в прекрасной библиотеке, в Национальной библиотеке Республики Коми, где именно книжные сокровища сохраняются и будут передаваться нашим молодым последователям, которые будут приходить в эту библиотеку, брать в руки такой альманах и знать, какие люди что привнесли в нашу Республику Коми. Огромное всем спасибо, от всей души поздравляю и думаю, что это, наверное, еще не последнее издание, потому что знаю, что не все выявленные фамилии вошли в этот сборник. С праздником! Спасибо. Да, действительно, это первый выпуск, значит, второй тоже не за горами. А я представлю наших главных спикеров. Валентина Васильевна Жиделева, российский экономист, доктор экономических наук, заслуженный работник Республики Коми, почетный работник высшего профессионального образования России, заместитель председателя Государственного совета Республики Коми. Прошу вас на сцену. Елена Оттовна Коп, председатель Немецкой национально-культурной автономии Республики Коми, президент Ассоциации национально-культурных объединений Республики Коми. Прошу вас, устраивайтесь. И Андрей Викторович Макаров, писатель, ответственный редактор первого выпуска «Альманах». И давайте посмотрим сейчас на проект создания альманаха «Немцы России» концептуально. Информация из первых рук от ответственного редактора. Внимание на экран. Да, давайте небольшая инструкция с микрофонами. Найдите кнопочку, немножко ее придержите. Да, и вот появится индикатор. Тоже так же, если вы захотите высказаться. Прошу вас. Добрый вечер. Guten Tag. Ich freue mich, Sie alle in diesem schönen Saal zu sehen. Ich spreche etwas Deutsch, немножко по-немецки. Я рад вас всех здесь видеть. И я постараюсь рассказать немножко об
том издании, которое мы сегодня с вами презентуем, где на презентации вы находитесь. К сожалению, не все активные участники редакционного совета, так называемого, да, инициаторы издания данного альманаха с нами сегодня здесь. К сожалению, по объективным причинам отсутствует у нас Олег Францович Тралер, это директор немецкого культурно-делового центра Республики Коми, победитель всероссийского конкурса «Лучшие имена немцев России» 2022 в прошлом году. Это Виктор Эдгар, почетный шахтер России, генеральный заслуженный работник Республики Коми, генеральный директор Воркута-Угля 1997-2003 года, очень титулованный, заслуженный действительно шахтер Российской Федерации. В этом году, кстати, он стал лауреатом также всероссийского конкурса «Лучшие имена немцев России» в номинации «Наука», потому что он не только государственный деятель, он не только хозяйственник, но он еще и научный деятель. И у него больше 16 научных монографий. Это очень замечательный представитель именно немецкого народа, который работал на благо России и Республики Коми в частности. Елену Отунукоп вам уже представили. Она также приняла активное участие в создании и появлении этого альманаха. Она сегодня представитель немецкой национальной культурной автономии. Я думаю, что она еще от себя свои слова скажет. Итак, я должен вам ответить, наверное, на 3 главных вопроса. Зачем, почему и за чей счет, в общем-то, создавался этот альманах. Начну вот с последнего вопроса, за чей счет. Когда мы обсуждали деятельность российских немцев в Республике Коми, то обратили внимание, что вот за эти годы сложился огромный опыт, огромная деятельность была проведена немецкими сообществами в Республике Коми, автономией, привлеченными автономией организациями, Национальным музеем, школами. Это огромное количество этнографических экспедиций, это большая работа краеведческая, это большая деятельность по восстановлению памяти. И каким-то образом нужно было все объединить, суммировать и к 25-летию немецкой автономии создать какой-то объемный материал, который бы все это дело объединил вокруг основного стержневого смысла, что российские немцы являются неотъемлемой частью Республики Коми. И стал вопрос, хорошо, вот родилась идея этого альманаха, но за чей счет его нужно издавать? Естественно, идея сама по себе альманаха, она для стороннего человека является достаточно такой не очень понятной, достаточно, можно сказать, мутной, да, и рассчитывать на какие-то гранты, рассчитывать на какую-то поддержку государства, наверное, было не очень основательно. Поэтому мы подумали и решили, немцев очень много, они все люди неравнодушные, обратимся к ним, попробуем это дело реализовать с их помощью. Соответственно, мы запустили проект на краудфандинговой платформе, собрав определенную часть денег, поговорили с неравнодушными людьми, и эти деньги мы собрали. И альманах вы сейчас можете увидеть его вживую, подержать в руках. Это результат, в общем-то, не только нашей редакционной деятельности по созданию альманаха, но это участие каждого, кто внес посильную лепту в его появление, в его создание, сделав его идею материальной. Поэтому им огромное большое спасибо, в том числе Коми республиканской типографии, которая выпустила этот альманах, потому что они вложили огромную работу и сделали это с душой, чтобы он получился качественным. Они сделали прекрасный макет этого альманаха, то есть те материалы, которые мы собрали, они были систематизированы, они были оформлены. И в этом тоже заслуга, в общем-то, тех организаций, которые поддерживают немецкую автономию немцев Республики Коми, которые считают, что это действительно тоже часть российского народа. Итак, зачем? Вы знаете, я здесь хочу рассказать небольшую личную историю. Мой дедушка, она история, которая, наверное, похожа на историю многих немцев Республики Коми. Мой дедушка Рудольф Фортлеп, он, кстати, представлен здесь в заслуженной галерее российских немцев. Он родился в Белоруссии. В Белоруссии, в Гомельской области, в
в свое время там была такая большая немецкая слобода, Ансельмовка. Название она получила по имени купца Ансельма, который выкупил землю у банка и раздал по данным историков, на очень каких-то суперльготных, возможно, вообще бескорыстных условиях землю своим соотечественникам. Это село, немецкая слобода, была большая, то есть 800 человек в ней проживало. Занималась, естественно, сельским хозяйством, занималась производством молока и прочее все остальное. В 1937 году моего прапрадеда, отца моего дедушки, его арестовали вместе с активом вот этой немецкой слободы по антисоветской деятельности. Почему? Ну, потому что в те времена, в общем-то, люди, которые препятствовали вступлению в колхозы, да, то есть каким-то образом содействовали какое-то независимого мнения, естественно, активную часть в общем-то, подвергалась репрессии, прежде по антисоветской статье. И вот моего прапрадедушку его арестовали, через год расстреляли вместе с его двумя братьями. Он был одним из старших преподавателей лютеранской общины. Что такое лютеранская община в немецких слободах? Это, в общем-то, не совсем религиозное мероприятие, потому что все собрания, все общественные вопросы, они обсуждались в церкви, то есть они приходили, это было не только местом отправления религиозных обетов, это было прежде местом общения культурного. Да, территориальное место, да, территориальное самоуправление, правильно, вот это всем не подсказывает. Вот. Семью не тронули, неизвестно почему, потому что семья его брата, у моего прадедушки, она бежала в Казахстан. А его семью не тронули, осталось, когда началась война, попала в эвакуацию. Во время эвакуации она попала в зону фашистской оккупации, их отправили на работу в Германии, они оказались в Германии, потом уже дедушку, в силу того, что ему исполнилось 17 лет, его сначала отправили в федерационный лагерь, поскольку он для выяснения сотрудничал, не сотрудничал, был, не был. Ну, естественно, как и тогда всех советских граждан отправляли обратно в Советский Союз. Его не на места бывшего проживания, естественно, да, а также в фильтрационные лагеря. Он приехал сюда, в фильтрационный лагерь, потом его распределили, и он оказался, в общем-то, в спецпоселении с 6 годами ссылки, да, на спецпоселение, а потом в 1951-1952 году их всех приговорили навечно, то есть без права выезда за пределы своего спецпоселения. Вот такое было наказание, скажем так, выслан навечно. Вот. Для чего это делать? Для того, чтобы люди не возвращались на свои старые времена и вернее, места проживания, не требовали каких-то компенсаций за то, что их куда-то переселили и так далее. Вот. Соответственно, дедушка мой, когда в 1953 году Сталин, естественно, в 1954 был указ об амнистии, он попал под амнистию, под общую, был освобожден и продолжил работать здесь, в Республике Коми. Был бригадиром в леспромхозе, был победителем нескольких международных соревнований, социалистических соревнований, это будет правильно, да? Вот. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Кто вырос в Советском Союзе, то знает, что орден Трудового Красного Знамени, за ним уже следующая награда была Герой социалистического труда. Вот. А вторая медаль — это за доблестный труд. Вот эта маленькая медалька с такого помника, вот здесь на фотографии она представлена. Для чего это все вам рассказываю? У моего дедушки было много поводов для того, чтобы озлобиться на свою страну, на Россию, на тех людей, которые, скажем так, изменили его судьбу, да, поменяли его судьбу. Но он выбрал жизнь. Он выбрал жизнь во всех ее проявлениях, принял ее такой, какой она есть, и продолжил жить. Он воспитал 4 сыновей, один из которых погиб трагически при исполнении воинского долга, защищая, в общем-то, Советский Союз. Он работал самоотверженно на благо своей семьи, благо своей республики, благо своей страны. И это очень важный пример, который показывает, как многие немцы, несмотря на то, что они оказались в общем-то, как и многие национальности, репрессированные, ущемлены в правах,
они не озлобились. Потому что, наверное, они понимали, что вся страна страдала вместе с ними. Это не отношение только к ним. Многие народы в то время страдали. И вот мы поговорили еще об этом. Это очень важный момент, почему мы, в общем-то, создавали монах. Здесь, кстати, представлена, вот уже было сказано, галерея заслуженных немцев Республики Коми. Все эти немцы, они не просто заслуженные, что значит заслуженные? Они награжденные. То есть у них есть либо звание заслуженный работник республики, заслуженный работник Советского Союза, заслуженный работник определенного отрасли хозяйства, либо они награждены наградами, почетными грамотами. Многие из них действительно выдающиеся не только в Республике Коми, но и во всем Советском Союзе, можно сказать, да, не только в Российской Федерации. Это очень тоже важный момент. Вот одна из поселений немцев. Многие думают, что спрашивают, немцы, а в республике, это что, военнопленные, что ли, потомки военнопленных? Ничего подобного. Было уже сказано, что это потомки тех переселенцев, тех колонистов, которые приехали в Россию сначала по призыву Петра I, то есть это инженеры, врачи, военные, которые поднимали, в общем-то, Россию, российское государство, создавали науку, создавали отрасли, исследовали российское государство. А потом вторая волна, которая была массовая, это по призыву Екатерины II, это колонисты, которые осваивали эти земли, которые оставались неосвоенными, которые повышали благосостояние всей страны своим трудом. Если посмотрите вот на эту фотографию, да, посмотрите, это фотография конца 19-го, начала 20 века, насколько организовано, здесь уже видны правы машины, то есть это организованное сельское хозяйство, это достаточно важный вклад в развитие и становление России. Как? Очень важный вопрос. Когда мы подходили к этому проекту издания «Монаха», мы подумали, раз по проекту, почему не подходить как к проекту? А что у нас всегда связано с проектом? С проектом всегда связано строительство чего-либо. И поэтому мы подумали, да, раз мы подходим, то что, как бы нам лучше взять, наверное, как пример, это немецкий фахверк. И вот мы построили структуру нашего проекта, домика, по принципу немецкого фахверка, потому что что-нибудь в фахверке показывает всю структуру самого здания, да, показывает все его элементы, из чего он, в общем-то, состоит. Так вот, наш монах, как и этот фахверк, состоит из нескольких частей, структурных элементов. Первое – это досалфавит, исток. Это традиции и память, на которых, в общем-то, держится развитие того или иного общества, того или иного социума. И забыв традиции, мы не можем говорить о том, что домик у нас будет стоять. В основе любого дома всегда что? Фундамент. Второе – это память. Память – это те структурные элементы, которые формируют, в общем-то, сам дом, сам его каркас, потому что без памяти нет будущего, без прошлого нет будущего. Третье – это напряжение сил. Чтобы все это заработало, мы не должны что-то забывать, и мы должны работать. Немцы отличаются большим трудолюбием, можно сказать, усердностью, ответственностью, и в этом есть большое качество немецкого народа, немецкой культуры, немецкого культурного кода по отношению к себе самому и к близким, и к обществу в частности. Четвертое – это слово. Слово – это красота, которую мы привносим в мир, это эстетика, этика, которая украшает нашу жизнь, которая окружает нас. И тогда мы можем смело и гордо сказать: «Верзин, мы есть». Вот. Теперь я хотел бы рассказать об истоках немножко. В 1491 году была организована первая русская геологическая экспедиция во главе с немецкими рудокопами Иоганном и Виктором в Печорский край, на реку Сыгу. Россия впервые стала сама добывать и плавить чеканный металл, чеканить первые монеты из серебра и меди.
Поэтому мы можем гордиться, это была не только первая вообще-то геологическая экспедиция, которая состоялась под руководством приглашенных немцев, пригласил их Иван III, в Россию. В Москве еще тогда было. Московия, это была первая геологическая экспедиция московского государства. Но и на основании этого было еще и создано первое плавильное производство в России, а тогда в Москве. Это очень важно, потому что им этим можно гордиться, потому что это не только часть истории России, это часть истории Республики Коми. Дальше мы пройдемся вот немножко по альманаху, я расскажу вкратце и передам слово другим нашим гостям. Это Герхард Миллер, ученый немецкий, один из 13 академиков Академии наук. Между прочим, первое заседание Академии наук, которое создал Петр I, из 13 академиков было дело приглашенных немцев, между прочим. И вот Герхард Миллер, он не просто исследовал Россию, ее этнографию, краеведение, географию, он ведь еще, скажем так, исследовал ее истоки. И тот вклад, который внес он в Республику Коми, он отмечен вот этим памятником, который стоит на перекрестке Бабушкина Первомайская напротив финно-угорского центра. Это буква О умлял, это именно он, исследовав фонетические особенности финно-угорских народов, ввел немецкую букву О с двумя точками для обозначения вот этой фонемы. Поэтому часть немецкого алфавита таким образом проникла в Коми, алфавит до сих пор в нем находится. Это Эрнст Карл Гофман, благодаря ему была составлена карта Северного Урала. Эти люди ходили, немцы, они не сидели в Петербурге в кабинетах, они ходили, представьте, что такое в 18-19 веках отправиться в экспедицию, когда нет дорог, нет лекарств. Это непроходимые какие-то вещи, и они уходили в экспедицию на 3 года, на 5 лет, на 7 лет. То есть это серьезные действительно исследования, заслуженные, и их труд отмечен. И вот мы возвращаемся к такой теме, как память, очень трагическими моментами нашего народа, о чем я говорил, что мы не должны это забывать. Мы должны забывать, чтобы это никогда не повторилось. Чтобы не повторялось, когда тот или иной народ по каким-то своим национальным характеристикам или своим взглядам подвергается ущемлению их прав, отправляется в какие-то лагеря. Очень многие немцы, ведь сначала что было, многие не знают, в 1941 году немцы были депортированы. Сначала было переселение немцев в Сибирь, и уже в конце 41-го и в начале 42-го большинство из них, в том числе от 15 лет мужчины, от 16 лет девушки, были отправлены в трудовую армию. Что такое трудовая армия? То есть их мобилизовали в принудительном порядке. Трудовая армия – это фактически концлагерь. По факту это концлагерь. То есть это тот же самый режим, просто заключенные в концлагере были заключенными в концлагере, а люди, которые работали в трудармии, это были мобилизованные в трудармии. Но также это был тот же самый лагерь, за то же количество проволоки, с тем же режимом и с тем же жесточайшими условиями работы и выработкой норм плана. Но и это, конечно, не может быть проходить без личных историй. Здесь фотографии уважаемого Виктора Чайкерта, это его отец, это его прапрадед, которые тоже, к сожалению, подверглись репрессиям. И вот очень важный момент, который многие на самом деле не знают, почему мы назвали «Мистраль со всех сил». Вы знаете, был такой случай в Воркуте, не вышли на работу. Несколько бараков, в том числе там многие были из немцев, они не вышли на работу, потому что было очень холодно, жесточайшие условия, говорят, мы не пойдем. И вот пришел там кто-то из комендатуры, из комиссара, это исторический факт, он говорит, вы знаете, вы, конечно, не пойдете на работу, но дело в том, что в блокаде в Ленинграде мерзнут и умирают дети. На следующий день все до одного, в том числе больные, вышли на работу. И вот если поднять исторические архивы, то увидите, что Воркута посылала уголь не только на фронт, не только на военно-промышленные предприятия, она посылала уголь, прежде всего, в Ленинград, чтобы согреть детей. Вот видите, героический Ленинград. Очень много эшелонов уходило именно в блокадный Ленинград. Немцы старались, конечно, не только на шахтах, это вот исторические фото со спецпоселений, где занимались лесозаготовками, это тоже очень важный аспект того времени, который работали. Безусловно, есть выдающиеся люди, которые в условиях вообще-то не предназначенные для той или иной деятельности добивались выдающихся успехов.
Таким выдающимся скрипом был Томас Петрович Круг. Он был также отправлен в армию в Воркуту, попал в аварию, случился. Я сейчас скажу. Да. Я хочу вот пригласить, вот здесь присутствуют потомки уважаемого Томаса Круга, его внучки, его праправнучки, две. Приходите сюда. Вот. Можно поаплодировать. Это как есть спокойствие. Замечательно, да. Так вот, Томас Петрович Круг, он попал в поселок Лугор. Что такое совхозный Лугор? Лугор — это, скажем так, поселение, которое было организовано для снабжения приполярной Воркуты сельхозпродуктами. Но Лугор находится, простите, за полярным кругом. То есть это, в общем-то, жесточайшие условия крайнего севера. И вот он сначала, в общем-то, не приспособленный к какому-то там сельскохозяйственному труду, не было никакой квалификации, между прочим, да, никакого образования, его определили в корову. Он решил добиться там больших успехов, он их добился. Его называли вообще-то всесоюзным дояром, потому что его, я боюсь сейчас там соврать, но его надои, по-моему, там корова давала в год чуть ли не 5000 литров молока, 8,9, да, вот мне подсказывают, да. То есть это такие надои, которые не давали коровы в благоприятном юге. За это он неоднократно был награжден государственными наградами. Он представлял на Всероссийской выставке народных достижений ВДНХ отрасль народного хозяйства именно в части животноводства. И мало того, что они еще и вывели за полярным кругом, прошу прощения, специальную породу, которая называется, по-моему, холмогорка, да. Красная холмогорка, да, вот есть его авторское свидетельство. То есть человек, его репрессировали, его потом отправили в Трудармию, потом с Трудармии отправили в поселок Новый Бор. Он не сдался, он достиг успехов, он стал признанным и уважаемым человеком в обществе. Это всегда возможно. Он не отчаялся. И я думаю, что вот его внучки, правнучки, да, будут хорошим продолжением его беседы. Да. Выйдите, а то на фотографии неправильно поймут. Это не мои внучки. Вот. И дальше мы двигаемся по как раз достижениям шахты. Очень много там было немцев, потомков, которые работали, скажем так. Мы двигаемся в современность. Это как раз было создано Федеральная национальная культурная автономия, это Международный союз немецких культур, который объединяет немцев Киргизии, Казахстана, Узбекистана, в общем-то такая дружба народов. И большая деятельность на сегодняшний день, в частности немецкой автономии, да, она базируется не только на памяти, но и на будущем, на наших детях. Это спортивные экспедиции, это проведение ежегодного лагеря Киндерленд. Дети ездят на юг, учат язык, учат обычаи, поздравляются. Это большая деятельность, которая проводит немецкая автономия, просто многие об этом не знают. Кстати, если кто-то хочет в следующем году поехать или послать своих детишек вместе с немецкой автономией на море, в детский лагерь, пожалуйста, Кире Метовне, обращайтесь, я думаю, что она поможет поучаствовать в этом вопросе. Соответственно, у нас есть замечательная школа, ученики, которые здесь присутствуют, преподаватели. Это 21-я школа с углубленным изучением немецкого языка. Причем школа имеет статус школы немецкого диплома, то есть сдав языковой экзамен в этой школе, вы можете его, он считается вступительным, скажем так, вступительным сертификатом для поступления в высшее учебное заведение. Затронули мы, конечно, и культуру, я же говорил вам слово, да? Уважаемый Николай Алексеевич Волхов, к сожалению, он уже ушедший от нас,
он написал пьесу «Жизнь превеликими», навечной как раз о трагедии немецкого народа, и она была поставлена Национальным музыкальным драматическим театром Республики Коми, сейчас входит его постоянный репертуар. Это творчество российских немцев. Павел Блюм присутствует здесь, он расскажет, у него еще стихи вживую. Я хотел бы заключительным словом сказать вот о чем. Я думаю, что мы рано или поздно все поймем, что мы живем в большом мире, многонациональном, многокультурном, каждый элемент которого является составляющим единого целого. И без этого элемента не может быть этого единого целого, не может быть здорового развития ни общества, ни личности в частности. И поэтому я думаю, что вы должны ценить друг друга, ценить каждую национальность, ценить каждую культуру, каждое проявление необычного, индивидуального в этой стране. И в этом плане я бы хотел вернуться к Советскому Союзу. В нем было и хорошее, а хорошее было то, что это была все-таки страна дружбы народов, в котором все народы вместе трудились за большими целями, за выходом за фронтиры. Это освоение космоса, это генетика, это лечение неизлечимых болезней. И они не делали различия между национальностями, потому что главное было это созидание, это достижение общих целей. Вот для этого и был создан «Альманах». Я думаю, что вы его почитаете. Если кто-то хочет подвести после завершения нашей презентации, Лена Оттман вам поможет. Спасибо большое за внимание. Dankeschön. Спасибо большое, Андрей Викторович. Совершенно исчерпывающая презентация, по-моему. И каждый из вас, послушав ее, подумал, да, историю моей семьи в 3 поколениях не расскажешь за 2 минуты. Может быть, вы находили какие-то параллели. А школьники, которые здесь есть, может быть, какие-то факты занимательные запомнят про животноводство, или про шахтеров, или про геолога-путешественника Гофмана, который не сказочник совсем. Мы еще на содержание остановимся, а сейчас нашим спикерам хочу задать такой блиц-вопрос, буквально с коротким вашим комментарием. Итак, мы сегодня говорим о соседстве культур и разных национальностей на одной территории, в отдельном регионе, в отдельной стране, в пространстве Республики Коми. И как вам кажется, насколько это соседство важно для развития человека, маленького или большого, отдельного гражданина и общества в целом, соседство разных культур? Прошу. Я думаю, что это то уникальное, что появится в каждом народе, живущем вот так по соседству. Потому что не может не быть проникновения и в первую очередь всего хорошего, что есть в каждой культуре. Могу сказать, что с момента издания указа в 1723 году, и когда первые переселенцы приехали тогда по существу в Новороссию, вот мои предки, они поселились в украинских территориях, как мы сегодня представляем, а сегодня мы говорим о том, что это те земли, которые были еще в составе Великой Российской империи. Приехав на эту территорию, конечно, они привезли свою культуру. Но вы знаете, в культуре немецкого народа, и каждый, кто здесь присутствует, ощутил, наверное, это на себя, у кого были в родственниках эти вот этнические немцы. Стыдно было плохо работать, правда? Они все работали только, как я, педагог, могу оценить на 5 с плюсом. Нельзя было, нехорошо. Это даже не обсуждалось. Безусловно, это обязательно отразилось и на тех людях, которые где-то были с ними рядом. Поэтому и такие высокие результаты, даже приехав сюда на север, то, что мы говорили о Томасе Крукере. И, конечно, вот благодаря вам, Андрей, исследование проникновения культур, исследование жизни двух братских народов на разных территориях России сегодня является и моим определенным интересом. Я продолжаю эту работу со своими друзьями и хочу сказать, что и на
немецкую культуру, тогда, когда у нас были замечательные связи, и я верю, что все это будет восстановлено, российская культура тоже повлияла. И те, кто приехал, и кто затем передавал то, чему научил их великий русский народ, оно тоже отразилось на экономике и Германии, да и всей Европы. И этому есть множество фактов. Поэтому мы обогащаемся, живя рядом друг с другом. И это великое счастье, что нам выпала эта доля, когда мы можем что-то для себя новое познать просто от своего замечательного соседа. Как это было всегда. И я вот вижу, многих узнаю, со многими давно не виделась. Мы и здесь, на этой Коми-земле, были всегда добрыми соседями. Спасибо, что когда-то появился этот указ, и Великая Россия обрела множество талантливых, креативных, как мы сегодня говорим, трудолюбивых граждан теперь уже Великой России. Спасибо. Первый тезис у нас есть – это взаимовлияние и взаимообогащение народов. Правильно? Елена Оттовна, ваше слово. Guten Abend, liebe Freunde. В первую очередь я хочу поклониться тем, кто благотворительный взнос сделал этот альманах. Потому что эта идея с Олегом Францевичем обсуждалась уже не раз. Давно уже, и 20 лет автономии, когда было, хотели сделать что-то подобное. Но когда начинали говорить о том, где найти средства, мы входили в тупик. И тут пазлы сложились. Тут мы познакомились с Андреем Викторовичем Макаровым, который стал локомотивом, который помог нам сделать фандрайзинговую платформу. И благодаря вашим благотворительным взносам вышел этот альманах. Это первая моя благодарность. Вторая благодарность. Я очень рада, что сегодня здесь в зале присутствуют те, которые вот на нашей выставке «Заслуженные немцы России». Огромное спасибо вам за ваш труд. И я благодарна потомкам, потому что потомки тех, которые там, здесь присутствуют. Спасибо потомкам Томаса Круга. Спасибо, вот у нас здесь Алексей Давидович Круг сидит тоже, семья очень достойная. Много, да, Ренкольд Бехер, ну, тут и те, которые вот сейчас знамениты, вот Андрей Валерьевич Канев, Паша Блема, Стас Штрайлер, тут многие знакомы не только в Сыктывкаре, не знакомы, а знамениты не только в Сыктывкаре, но и по всей республике Коми. Ну, а как Валентина Васильевна же делает на уровне России, наверное, на международном уровне. Вот видите, какие немцы российские. И одна из причин издания альманаха, конечно, это было сохранение памяти. Это рассказ о работе автономии. Но еще это была моя личная тоже причина участия в этом. Почему? Даже мои друзья, даже мои все знакомые говорят, да, у нас были знакомые потомки военнопленных. И куда ни приезжаю, Усть-Цильма, Старожевск, никто не слышал о том, что немцы сюда приехали 260 лет назад. Мы не потомки военнопленных. Вот и альманах говорит как раз о вкладе российских немцев. И рефреном в альманахе звучит «Мы твой народ, Россия». Спасибо. Подождите, а на основной вопрос я не ответила. Я же еще и председатель правления Ассоциации национально-культурных объединений Республики Коми. Я хотела бы сказать, что народ, населяющий Республику Коми, это как ожерелье самоцветов, это бриллиантовое колье, где каждый народ – это отдельный, оттесанный бриллиант, где каждая грань – это культура, язык, традиции, кухня народов. И вот мы здесь, мы ведь берем самое лучшее, потому что каждый народ сохраняет свое самое лучшее. Вот и в альманахе видно, что как соединяются культуры. Эрна Адамовна, вот ваш рецепт. Ривель кухон с брусничным вареньем. Отлично, замечательно. И мы гордимся, конечно, тем, и то, что мы впитываем вот это. И
Спасибо Республике Коми, спасибо правительству Коми за то, что все так толерантны, что мы живем дружно, и что наша территория Республики Коми – это территория дружбы и согласия. Дай Бог, чтобы оно и дальше так было, особенно в нынешних условиях. Спасибо. Очерк Елены Оттовны в альманахе называется «Сохранить и приумножить». И по соседству с этим очерком хронологическая таблица немцы в Республике Коми, начиная с 1491 года. То есть это богатейший справочный материал, который можно просто как энциклопедию использовать и брать оттуда все знания. Андрей Викторович, хотите что-то сказать? Вопросу о соседстве национальностей. Я, в принципе, уже все сказал в большой своей презентации, да, и завершением, да, о том, что все народы не только обогащают, я повторюсь, да, друг друга, но они и вместе работают над достижением общей цели. И это очень важно. Важно, что в России, как такой страны, наверное, нет в мире, которая настолько многокультурная, настолько многонациональная, настолько многоконфессиональная. И здесь все как-то терпимо к этому относятся. То есть у нас никогда не возникало какого-то национализма, неприятия. И многие знают, что немцы приезжали, допустим, да, после войны же, их многие сюда присылали. Память жива была о Великой Отечественной войне, о том неприятии вот этой германского народа. Но все понимали, что это не те, это другие. Это раз, а во-вторых, они относились к этому сочувствию. Люди жили мирно рядом с друг другом. И мало того, что я думаю, что многие подтвердят, что в то время многие спецпоселенцы выжили благодаря местным жителям, благодаря помощи местным жителям. Да. Я думаю, что вот сейчас вот этот момент очень тонкий затронул, и Валентина Васильевна добавит кое-что из своей личной истории. Да, я сразу говорю, что в альманахе большое интервью с Валентиной Васильевной. Она рассказывает о папе, о маме, все подробности своей семейной жизни. Почему именно семейный ракурс? Мы спросим Валентину Васильевну. Я хочу сказать, что все то, что я в своем первом интервью замечательной журналистки из Троицко-Печорска, где перед войной появилась моя мама, приехав с Украины, а затем после плена мой папа уже после войны. Она опубликовала в газете «Заря» Троицко-Печорска замечательную статью, вспоминая о тех замечательных людях, которые жили на территории Троицко-Печорского района. А потом уже Андрей в прошлом году, даже не в прошлом, в этом, мы с вами договаривались, и вы где-то в январе месяце все-таки настояли на том интервью, которое появилось, и согласилась я на это, прочитав его книгу «Дорога к Белому берегу». Первые страницы этой книги меня потрясли, потому что в каждой строчке я как будто бы узнавала жизнь своей мамы, своих родителей, там, в далеком Митрофанте Косте, Троицко-Печорского района. После этого я не могла уже отступить от этой темы, и она все больше и больше меня захлестывала, и мы начали работать. Так вот, дорогие друзья, то большое интервью, которое Андрей опубликовал, я к нему обращалась уже не один раз. Кстати, никто как-то не сказал, что презентация нашей книги состоялась в Москве в рамках фестиваля, ежегодного фестиваля на Красной площади книжного, который приурочен к Дню, кстати, русского языка, с 1 по 6 июня проходит, и мы уже там эту книгу презентовали. Очень хорошие отклики, абсолютно душевное было состояние. И я хочу сказать, что неоднократно обращаясь к тексту этого интервью, читаю его, и дрожь меня пробивает в очередной раз. Потому что когда оцениваешь то, что предстояло прожить нашим бабушкам, дедушкам, родителям, и то, что мы должны передать своим детям, оно действительно просто тебя захлестывает.
И я считаю, что каждая страница в этом интервью, она содержит в себе поклон любимой республике Коми, этой благодатной земле, на которой родился мой брат, присутствующий здесь, я, наши дети, теперь уже внуки, 5-е поколение живет на этой земле. И мы ощущаем себя неотъемлемыми жителями республики Коми, мне кажется, в первую очередь. Она дала силы, она сохранила наших родителей, и, безусловно, наша задача сохранить это тепло, которое когда-то было передано коренными жителями, настоящими коренными тех деревень, типа там Вампи, Троицко-Печорска. Когда начинаешь, вот только что недавно был у меня бывший глава Троицко-Печорского района, теперь мой коллега, депутат Сидорин Илья. Вы знаете, мы, вспоминая эти места, смотрели друг на друга так, как будто бы мы самые близкие родственники, потому что мы к этому причастны. Так вот, только семья могла сохранить наших и мою маму, бабушку. К сожалению, дедушка был в 1937 году, когда они жили в Медвежьегорске, репрессирован, больше его никто не видел. А вот мама с 3 сестры и моя бабушка приехали сюда. Всю войну, вот сегодня показывали лесорубов, да, на ваших фотографиях, а мама работала все 4 года войны, с первого дня по последний, в лесу с сучкорубом, с 14, получается, до 18 лет. Каждый день, практически без выходных, в лесу. И, наверное, то, что я в итоге стала директором Сыктывкарского лесного института, было заложено во мне просто на генетическом уровне. Потому что вся эта терминология, делянки, сучки, трелевка, вы понимаете, когда моя мама встречалась со своими родственниками, подругами, они же об этом говорили, они же это вспоминали как самые счастливые дни. Работа вот на лесосеке. И удивительный момент, который всегда в нашей семье звучал, это то, что 9 мая мама встретила на дальней делянке в лесу Троицко-Печорского района. Там еще, говорит, был по пояс снег. На ближней делянке, значит, приехали и объявили, что победа, и им дали выходной, а до дальней не стали ехать, потому что бесполезно, только к вечеру не доедешь. Они, не зная о том, что победа, вернулись домой и узнали о Великой Победе 9 мая 1945 года, а на следующий день им был дан выходной. Вот она об этом выходном 1945 года, 16 лет ее нет, по 2007 год, рассказывала. А мы в очередной раз слушали, радовались, плакали, и настолько было тепло, что вот эта Коми-земля, она так подпитала наших родителей. А мой отец попал после плена, тоже без права передачи, причем здесь присутствуют, а если можно, все мои родственники, выйдите сюда. Я их никогда не показываю, они такие у меня скромные. Не нужно быть скромными, пожалуйста. Выходите. Вот, Эдуард, выходите сюда. Покажите, Сережа, мой племянник и внучок, вот это вот поколение уже самое. Его жена, выходите сюда, пожалуйста. Моя тоже практически внучка. Выходи сюда, Софья, выходи. Уже есть такое чувство, да, что мы присутствуем на большом-большом семейном празднике. Да, и Жанна, где моя племянница Жанна? Я ее не... Вот она. И вот мы говорили о семейных ценностях, и кто-то чихнул. Значит, это все Я хочу сказать, Эдуард родился в Троицко-Печорске. И Жанна в Митрофанке Кости. Моя племянница Жанна тоже родилась в Митрофанке Кости. Здесь, значит, Печора. Остальные все родились в Сыктывкаре. И я хочу сказать, что папа тоже был сохранен этой землей, Коми.
И до 1957 года, приехав и работав в Троицко-Печорском районе, он не имел права переписки со своими родственниками, а был призван в тогда Красную армию 5 месяца, это значит мая 1941 года, из города Запорожье. И учился в летной школе. И вот, Сереж, покажи. Вот эта семья только что моего племянника, и вот этот мой внучатый племянник, только что вернулись из отпуска из города Балаклава. Были они там в музее Балаклавском. А перед входом в музей установлен, Сереж, расскажи, электронное табло с участниками войны. Информация, кто откуда ушел, в каком возрасте, когда вернулся, где пропал. Решил посмотреть, стало интересно. Забил фамилию, имя, отчество деда. И нашел его там. Единственное, вот как Валентина Васильевна говорит, да, в 1941 году, вот 21 год рождения, и стоит 41 год смерти, потому что был репрессирован после плена. Ничего. Никакой информации не было. До сих пор в Запорожском военкомате, который дал информацию, понятно, что этому музею, мой папа зафиксирован, к сожалению, как погибший в 1941 году. И после этого я написала пост. 62 года счастливой жизни между двумя датами смерти. Он 62 года прожил, и благодаря этому появились мы с братом, мои племянники, мои внуки. Вот такая удивительная наша Коми-земля. И я очень благодарна всем, кто поддерживает такие издания, как сделал Андрей, потому что действительно делали его всем миром и делали не для себя, может быть, потому что мы эти факты знаем, а делали для наших потомков, чтобы эта ниточка памяти, она была сохранена. Вы знаете, только через те традиции, которые заложены в семье, а я сейчас как и педагог, и как депутат, это могу еще раз подтвердить, только тогда мы вырастим достойное поколение, которые действительно будут настоящими патриотами нашей Родины. И вы знаете, что самые большие атаки сейчас идут, самые большие атаки со стороны так называемого коллективного Запада идут сегодня на наши семейные ценности. Самой большей такой атаке подвергаются наши дети, материнство. И мы, когда с Андреем заканчивали интервью, он тоже об этом говорил. И я хочу сказать, что только в немецком и русском языке два по существу, с немецкого переводим на русский, с русского на немецкий, два одинаковых слова, касающиеся родной земли. Мы говорим «Фатерлянд», значит, это наша Родина, а в основе «Отец», «Фатер». И мы говорим по-русски «Отечество», и тоже слово «Отец», мужское начало, когда ты слышишь, что где-то там родитель номер один. Это же противоречит самому существованию человечества. Отец, такие замечательные дети и внуки. Поэтому я всем желаю добра на нашей любимой Коми-земле, счастья и благополучия. А вам, Андрей, большое спасибо. Большое спасибо моей любимой национальной библиотеке. Мы здесь очень много проводим мероприятий, и я вам обещаю, что продолжение этому альманаху будет еще в одном мероприятии, о котором мы чуть позже тоже узнаем. Я его обещаю вам подготовить, Андрей. Спасибо вам. И пока наши гости сейчас устраиваются, пожалуйста, проходите в зал. Да, мы почти в завершающей стадии. Но уж раз заговорили мы о семье,
Давайте еще раз вспомним тех молодых людей, школьников общеобразовательной школы номер 21 с углубленным изучением немецкого языка, которые пришли сегодня к нам. Я знаю, они из 8, кажется, и 10 класса, правильно? Да, 8 класс. Ага. Ну, для вас будет маленькое задание. Когда-нибудь в будущем вы, наверное, тоже напишите историю своей семьи, какой она будет вам решать. И сейчас для вас задание попроще. Поднимите руку, если хотите участвовать в этом. Мы попросим вас на листочках написать имена выдающихся немцев, ученых, композиторов, писателей, спортсменов, кого вы вспомните. И для вас у нас есть 3 приза. Кто готов участвовать, поднимайте руку, и вам принесут листочек, а дальше я скажу, что делать. Итак, писатели, композиторы, ученые, спортсмены, кто, как вам кажется, в мировой культуре достиг успехов среди немецкоговорящих людей. Несколько заголовков статей. Мы по содержанию уже очень хорошо прошлись, но я назову еще нескольких авторов. Светлана Владимировна Бандура, директор Национального музея Республики Коми, автор очерка «Литовка вместо горбуши». Думаете, что это значит под таким интригующим названием? Она публикует очерк об историко-этнографических экспедициях, организованных немецкой автономией, к воцарению веры. Очерк члена Союза журналистов России, заслуженного работника Республики Коми Рейнольда Ивановича Пихерта. Я вижу, он с нами. Обязательно прочитайте. Все очерки снабжены просто фантастическими фотографиями, документальными свидетельствами, копиями документов. Статья известного историка Михаила Борисовича Рогачева «Сосланные навечно» с эпиграфом из стихов Юлия Кима. В любом из здешних мест, куда не обернешься, ставь свечу и крест, и ты не ошибешься. 2 статьи написаны для альманаха сотрудниками библиотеки о российском геологе и путешественнике, его фамилия уже звучала, Эрнст Гофман, и о словах немецкого происхождения в русском языке. Их множество. Вы будете удивлены, сколько мы заимствовали в Петровскую эпоху. Вот такие статьи. Статья доктора филологических наук Евгений Александрович Цыпанов из нашего Уральского отделения Российской академии наук тоже присоединился к альманаху. Он рассказывает свою убедительную версию появления знаменитой буквы О с точкой в коми-алфавите. Почитайте. И вообще очень много познавательных очерков в этом альманахе. Я повторяю, это уже справочное энциклопедическое издание. Но наряду с историческими очерками, статьями о выдающихся личностях, информацией о значимых проектах, альманах представляет литературное творчество российских немцев, стихи, прозу и драматургию. И прежде чем я приглашу сейчас 2 авторов, которые у нас с вами в зале, я хочу отдельно поблагодарить переводчиков за их труд. Гигантский труд. Целая команда переводчиков трудилась, чтобы сделать каждую публикацию двуязычной, на русском и на немецком языке, параллельный перевод. И я знаю, здесь, может быть, есть Ольга Юрьевна Кувшинова, преподаватель немецкого языка, Людмила Андреевна Беляева. Не вижу сейчас, Галина Петровна, вы здесь, подайте знак. Переводчики с нами. И знаете, завтра Международный день переводчика. Вот я вас поздравляю заранее. И еще раз спасибо за ваш доблестный труд. Я приглашаю члена Союза писателей России, заслуженного работника Республики Коми Андрея Валерьевича Канева. Он что-то нам почитает. Можно к этому микрофону, как вам удобно. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, я хотел бы начать свое маленькое, короткое выступление с подарка, который хочу преподнести Андрею Викторовичу Макарову. Вот этот вот альманах «Сыктывкар», недавно вышел замечательный сборник, в котором есть статья, посвященная его роману «Дорога к Белому берегу», и статья, посвященная вышедшему альманаху. Альманах-то я уже давно в руках подержал, честно говоря. Вот, поэтому, Андрей Викторович, спасибо вам большое за такое прекрасное издание.
тут очень много слов было о нем сказано. Это действительно так, это действительно замечательное издание, которое прославляет русских немцев по-настоящему, показывает их вклад в развитие России. Настоящий большой вклад. Это очень большое дело, потому что целый народ, немецкий народ, российских немцев, целый народ, проживает на территории Российской Федерации. И это замечательно. И замечательно то, что работа данная будет продолжена. А чтобы немного обстановку развеять, прочту-ка я вам одно свое, ну такое, немножко хулиганское стихотворение. Если я вас чуть-чуть обидел, вы простите меня, ради Бога. Это все не мои интриги, это все сочинил Серега. Это он, и никто иначе. Так придумал, что я двуногий вдруг угнал нашу с вами клячу от гаражного, от порога. Может быть, покатать девчонок, может быть, привезти картошки. Не ругайте меня, спросонок. Я вот, хулиган немножко, но люблю я вас. Это знаете. Ведь в друзья назначает ангел. Вы чуть-чуть меня поругайте и простите потом, бродягу. Спасибо. А мы хотим еще стихов. Спасибо, Андрей Валерьевич. А теперь Павел Афанасьевич Блюмен, тоже один из авторов альманаха. Он готов. Ждем. Так, добрый вечер. Так, я положу книжку. Так, добрый вечер, дорогие друзья. Я готов. Очень правильно, очень много говорилось о традициях, о вкладе. Действительно, альманах чудесный, замечательный, очень важный, потому что он представлен, разнопланово, да, и вот уже Андрей действительно показал эту схемочку. Вот, я хотел сказать о том, что для меня быть напечатанным в этом альманахе, это на самом деле очень важно, потому что стихи писал мой дедушка. Я вот начну с него, наверное. Он написал 5 лирических сборников. Здесь у нас аудитория сегодня делится на 2 части, скажем так, более старшее поколение, более молодое поколение. Молодое поколение, я являюсь учителем литературы 43-й школы, поэтому это мои 8-е, 10-е, 9-е. Я прямо к ним... Нет, я к вам сегодня больше тянусь, потому что их я целый день видел. Вот. Там много уроков было. Вот. Поэтому, значит, я прочитаю стихотворение моего дедушки о трудармейцах, о трагедии нашего народа. И прочитаю свои стихотворения, они более, наверное, современные, хотя буду читать на 2 языках. Дедушка писал на 2 языках, но, видите, язык теряется и уходит, к сожалению. То есть у меня дедушка писал на 2 языках, я уже пишу на одном, какие-то переводы делаю сам, и меня переводят тоже, слава Богу. Вот. Кстати, если есть коми-авторы, такая небольшая саморекламка, одно стихотворение из 7 книг, у меня 7 книг, и всего лишь одно стихотворение Павла Блюма переведено на коми-язык. Коми-республика, я здесь. Итак, стихотворение называется, но более серьезно, «Помилуй нас Бог». Автор Евгений Никитич фон Блюме, мой дедушка. Нам прадеды пели немецкий мотив, с которым в Россию въезжали. Мы родине новой себя посвятив, другие кто песни слова написали. Юность, пора надежд и тревог, эпохами связана нить. Ты сохрани навсегда и помилуй нас, Бог, чтоб честно и праведно жить. Звучала она на приволжской земле, отцовская песня родная. Потом много лет на родном языке в трудармии пели и с ней умирали. Сегодня, коль чистые дали видны, уходят прочь горе злорадства, познавшие голод 2 тяжких войны. Российские немцы должны возрождаться. Слава Богу, я читал, потому что
потому что сложно читать, дедушки нет. Это достаточно переживательный момент для меня. Так. Ну и мое стихотворение сначала на немецком, а потом на русском. Die Malerin, die Arlekin malte. Vielleicht Sie haben schon vergessen, sie malte da ein Bild für mich. Halb dunkel war dort gewesen, so Licht. Was wollte ich in diese Zeiten, was rief dumme zum Geschick? Madonna malte dort die Zeichen, die Welt, sie schwieg. Das Bild ist endlich schon zu Ende, es ist es schon, doch nicht von mir. Das Arlekin ist in den Händen. Sie lachten immer hier. Ja, der Arlekin aus der Pappe. Ich schütze nur belächtigt dann. Ich zeige sie Madonna auch noch irgendwann. И перевод. Художница, рисующая Арлекина. Быть может, вы уже не помните, вы рисовали мой портрет, и лился в полумраке комнаты от лампы свет. Чего я ждал в тот час бессонный, о чем глупец судьбе кричал? Штрихи бросали вы, Мадонна, весь мир молчал. Но вот закончена картина, портрет хорош, но он не мой. Вы рисовали Арлекина, смеялись надо мной. Да, глупый Арлекин картонный, я разрыдаюсь во всю грудь. Я нарисую вас, Мадонна, когда-нибудь. Большое спасибо. Всех поздравляю действительно с этим замечательным событием в жизни республики. И действительно, вот я в автономии уже скоро будет 15 лет. Вот из 25 лет действительно как бы вот тоже немножечко имею тут отношение. Вот. Спасибо, спасибо большое. Да, все наши альманахи, все попали в историю. И в историю хорошую, замечательную. А у меня уже листочки собраны от наших молодых ребят. И мы, конечно, в смятении, в потрясении. Какие тут ответы? Дайте нам минутку подумать, кто же заслуживает призов. Барклай де Толли, Денис фан Визин. Вы помните, что он вообще-то по-русски не говорил, да? Федор Врангель, Роберт Едике, Карл Рау Рус. Неправильно, наверное, прочитала. Дважды встречается Цветаева, у нее польско-немецкие корни. Екатерина II, конечно, Александр Бенкендорф, пожалуйста, Отто Шмидт. Барклай де Толли многие называют. Анна Герман, интересный ответ. Петр Струве, тоже неожиданно. И Криштофер, не знаю, кто это. Вот опять Анна Герман, Петр Струве, Татьяна Ивановна Пельцер. О, замечательная актриса здесь у нас присутствует. Вы будете удивлены, здесь в одном из списков Елена Отторна Коп. А также лучший даяр Советского Союза Томас Круг. Фридрих Шиллер, Эрих Мария Ремарк, Михаэль Шумахер. Вот. Ну и, наконец, кто-то написал братья Гримм, конечно же, Бетховен, Вильгельм Лейбниц. Вот такие у нас выдающиеся имена. Дайте нам минутку подумать, а пока я попрошу Валентину Васильевну подвести итоги нашей встречи и, может быть, оценить потенциал проекта «Альманах. Немцы России». Пожалуйста. Дело в том, что, мне кажется, уже столько сказали. И вот, может быть, мы наградим всех, кто... Я к Ольге обращаюсь. Может быть, мы наградим всех тех, кто принял участие в этом конкурсе. У меня тут еще припасены несколько призов для них. Можно? Это обязательно. Я думаю, что, ребят, вы сегодня пришли не зря. Сразу не уходите, еще будут танцы. Так давайте, кто эти записки прислал к нам, пусть выйдут сюда. Да, я вижу здесь Алина. Пожалуйста, приходите на сцену. Георгий. Выходите. Роман. Вас же много, не переживайте. Ева. Давайте. Павел. Андрей. Приходите. И Колмогорова Ев. Себя не указала. Егор, пожалуйста. Варвара. Ну, не знаю, у нас тут сейчас в зале будет меньше, чем на сцене.
А также есть еще Милена, юный знаток немецких фамилий. Ой, тут и Брамса, мы многих забыли, Вагнера забыли, Томаса Манна, вот еще записочки поступают. То есть вы видите, ой, что получилось у нас, прям какой-то флешмоб школьный, да? Замечательно. Ну вот, повод для групповой фотографии, замечательно, память об альманахе, об этой встрече. Уже вечереет, уже темнеет, а мы уже не расходимся никак. Дорогие друзья, когда я говорила о своей семье, я все время подчеркиваю и буду подчеркивать, что сохранила мне моих родителей Коми-земля. Поэтому я горда тем, что в этом году наша Коми-республиканская типография подготовила замечательную книгу «Символы Республики Коми». Удивительные исторические факты о гимне, гербе Республики Коми, о флаге, что он означает, какой был до этого флаг. Вы знаете, каждую статью читаешь этого тоже практически альманаха, и настолько интересно, вообще считаю, что такая книга должна быть в каждой семье. Мне разрешено было типографии как эксперту еще и, так как в первую очередь она подготовлена вам, дорогие молодые люди, свое предисловие сделать с пожеланиями счастья на своей родной земле, чтобы вы были образованные, чтобы получили хорошие профессии, чтобы вы работали на родной земле, как Томас Крук, мои мама и папа, чтобы у вас была хорошая зарплата на этой родной земле, чтобы вы обязательно, так же, как мы сегодня пришли с детьми и внуками, и чтобы продолжали историю замечательных людей, которые жили в нашей республике и продолжают жить. У вас так много, вы молодцы. Я книг взяла меньше, но это не значит, что вы их не получите. Получат все. Мы сейчас с Татьяной Васильевной договоримся, когда я в следующий раз приду. А сейчас я подумаю. Так, раз, два, три, четыре, пять. Так, их 11. Дело в том, что я хочу сейчас не девочек отметить этими книгами, а молодых людей. Мальчики получат девочки у нас первые всегда руки. такие шустрые в этом возрасте, а мальчишки, но здесь вот я хочу вам. В любом случае, я уверена, что книги будут в библиотеке школы. И вот тут прозвучало, может быть, имя Анны Чураковой. Анна Викторовна, может быть, не успела нашу презентацию, но мы знаем, что типография хорошо поработала над альманахом. И, кстати, одним из первых немцев был кто? Иоганн Гутенберг, первый книгопечатник. Ну вот, теперь фотография еще краше. Я приглашаю всех посмотреть, как работает другой танцевальный коллектив немецкой автономии. Он называется Танцкайс. Все знают танцевальный круг. Актеры готовы, они в фойе здесь. Проветриваем помещение. И не забываем, что альманах здесь, его можно купить. Пожалуйста, подходите. Один экземпляр может уйти с вами домой. Спасибо всем большое за участие. Общая фотография. Попробуем вместиться. Все, кто влезут на сцену, останутся тоже в истории и на нашем общем снимке. Ирма Ивановна, Тамара Францевна.
фотографии. Мне 82 года. Как без вас? Да, к сожалению. Кто потом фотографии поделится? Кого просить? Объяснить, почему там. Библиотеки вы спрашиваете, нас спрашиваете. Отдел литературы на иностранном языках. А сейчас включаем музыку и смотрим танцы. Не нашла. Быстрее нужно чем-то. Артисты заждались, очень волнуются. Вы успеете еще вернуться за альманахом. Танцкрайц. Танцевальный круг ждет вас. Можете даже пританцовывать, если знаете движение.